Конкурс завершен, он длился ровно месяц. Попытали удачу не только действующие сотрудники правоохранительных органов, но и гражданские. Всего более 1200 человек. Почти половина из них как раз рядовые граждане. Полпути пройдено, предстоит еще несколько этапов. Первое – это ВБК, это медицинское обследование. Там есть разные специалисты. Второе – это физическая подготовка, они будут сдавать экзамен. И в первую очередь еще ОРТ, на первом месте ОРТ, когда они будут проходить тест. Сотрудники патрульной милиции будут нести службу на более чем 200 участках по всей территории Бишкека. Задачей новобранцев, помимо прочего, станет еще и повышение доверия кыргызстанцев к милиции. Новая служба в Бишкеке появится уже этой осенью. Более 800 ее сотрудников будут осуществлять не только безопасность на дорогах, но и общественный порядок в целом. К слову о несении службы. Здесь тоже нововведения. Кроме привычного патруля на автомобилях, функционировать будут еще вот какие. И в пешем порядке будет, также будут конные. И в управлении патрульной милиции добавляется и туристическая милиция тоже. Будут оснащены новой техникой, будут новые автомашины, новое обмундирование. И будут оперативно уже реагировать. Дежурные будут следить через GPS-контроль, где находятся сотрудники. При этом сейчас колоссальное внимание уделено также антикоррупционным механизмам и методам поощрения сотрудников патрульной службы милиции. Повышена эта заработная плата. Сейчас очень хорошо поднимается вопрос материального обеспечения этой структуры. Поэтому человек, который выйдет на эту работу материально обеспеченный по работе, с достойной заработной платой, он уже будет более достойно относиться к своей работе. О реформе ГОБДД в прошлом говорили часто, были и попытки. А летом 2018-го по инициативе главы государства Сооронбая Жээнбекова была создана рабочая группа. Эксперты тогда выработали конкретные предложения по снижению уровня ДТП и усилению работы дорожной милиции. Создание УПСМ и стало одним из них. Аяна Дюшикеева, Бактурсун Дышенбеков, Ала-То 24.